рядышком вас приветствует программа Джанла Студио. И сегодня у нас в гостях цыганские звезды, группа «Ромен» театра Коржовых. Черный цыган, выходи, гулять на выезд. Дорогие друзья, хочу вас ближе познакомить с нашими гостями. Это представители ансамбля «Ромен», Валента и Роман Коржовы, заслуженные артисты Украины. Салям алейкум, добро пожаловать. Валейкум салям. Добрый день. Как у нас говорят, у нас нет «здравствуйте», но есть такое «желаем счастья». Расскажите о своем ансамбле. Вы музыканты в пятом поколении, артисты, да, в пятом поколении. Вашему ансамблю более 80 лет. Как раз вот в 2017 году исполняется 80 лет с дня основания нашего ансамбля песни и танца «Ромен». Основателем этого коллектива была Нина Ильинична Коржова. А впервые в Украине, в городе Харькове, она создала вот этот вот театр песни и танца «Ромен». Сама она великолепно пела, танцевала, зажигательные таборные цыганские танцы, играла на гитаре. И в основном это была семья Коржовых, и были тоже представители сейчас это цыганской нации Николай Сличенко, который возглавляет единственный в мире цыганский московский театр «Ромен». Также выходцами были с этого коллектива заслуженный артист СССР Николай Лекарев, который сыграл главную роль барона в сериале «Кармелита». Да, в многосерийном сериале «Кармелита». Также Ян Табачник, народный артист Украины. Галя Черная, заслуженная артистка Украины. И многие-многие другие, можем много перечислять. Ты услыши меня, под окном стою, я за гитарою.
хоть один только раз, ярче майского дня. Чудный блеск твоих глаз. Много мук я терпел, и страдать был бы рад, если бы душу согрел мне твой ласковый взгляд. Так взглянешь на меня хоть один только раз, ярче майского дня. Чудный блеск твоих глаз. Под окном стою я с гитарой. Современная музыка чем-то отличается от той, которую играли ваши предки? Ну да, конечно, отличается, потому что изначально было вообще два инструмента. Это была гитара и это был бубен. Потом добавилась соло-гитара и так далее. А потом уже добавилась скрипка. И, как правило, вот так заведено, что скрипач обязательно у цыган еврей. Вот он настолько сильно чувствует музыку, что ну, вот, даже присказка такая есть, что а у вас есть евреи в цыганской семье, в цыганском коллективе? Если говорят нету, это говорит не цыгане. А у вас есть Конечно, конечно, один обязательно, потому что они чувствуют именно вот скрипку, как они чувствуют, это очень сложно передать. Вот, да, а потом уже добавился баян. Это уже последний инструмент, который сопровождает весь инструментал, скажем так. Раз, два, три, четыре, чаю ріда, ту я веса бахкали, пала ромела ваду, мекі на праві табу. Далю, далю, даля, далю, далю, даля, далю, далю, даля, далю, далю, даля. Ой, мастуке, малова стуке, пошонаро нарятила вастуке. Далю, далю, даля, далю, далю, даля, далю, далю, даля, далю, далю, даля. Діла сверко романо, та я вою бахкало, бахтумен писа стріпен, тут гіля і хилите. Далю, далю, даля, далю, далю, даля, далю, далю, даля, далю, далю, даля. Ой, дане не, ой, дане не, ой, дане, 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 дане не. Ой, дане не, ой, дане не, ой, дане, 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 дане. Какие характерные особенности ромской музыки? Ну, это прежде всего зажигательность. То есть настолько зажигает, вы знаете, раньше, вот почему вообще любят цыганскую музыку не только цыгане, да, но и другие национальности, потому что человек, послушав такую музыку, он забывает обо всем. И раньше, особенно раньше, вот, князья выходили, вот у них было либо хорошо, да, праздновали, там ребенок родится, либо, например, кто-то умер, звали цыган. Душа. Потому что в этот момент, это душа, это не только быстрые песни, танцы, пляски, но это еще задушевность такая вот, что пронизывает просто тело, и человек в этот момент забывает полностью обо всем, и в то время даже не было такого, что как вот сейчас музыка стоит столько-то. Человек просто вытаскивал вот такой вот гаманец и все выбрасывал, потому что понимал, что ну, вот такой взрыв бывает очень редко. И всегда приглашали цыган на любые мероприятия абсолютно.
моей угрюм река. Ай, как вспять ее не повернуть, так и судьбу не обмануть. Как вспять ее не повернуть, так и судьбу не обмануть. Ой, берега, ой, берега, верните молодость меня. Ай, верните молодость мою, я жить по-новому начну. Верните молодость мою, я жить по-новому начну. Бежит неведомо Насколько мне известно, ромский народ очень трепетно сохраняет свои традиции. Есть ли такие традиции, которые остались в неизмененном виде? Ну, это основные традиции. Да? Да, в основном все Это- традиции это, остались. Это что касается уважения, да, к старшим, то есть слушать старших, да, уважать их. Что касается любви, да, чтобы стараются так, чтобы все-таки девочка вышла девочкой замуж, честью. да, с честью выносится обычно, как правило. То есть стараются, чтобы молодежь не сильно разгулялась, потому что когда разгуляется, потом сложно создать какие-то семейные узы. Почему все вот знают прекрасно, что цыганские семьи, они очень долго держатся и, как правило, очень плотно, как бы какие-то идут плотные завязки. И вот стараются цыгане поженить детей еще в младшем возрасте, то есть у нас даже 14 лет уже женятся, выходят замуж. Это по обоюдному согласию или Конечно, конечно, обоюдное согласие есть, да, такое, но... Но они вообще как бы- понимают, что это его цыганскому будущий Да, но муж, если жена. вообще нет симпатии или нет, конечно, ну как-то стараются молодежи, чтобы она уже привыкала к тому, чтобы зарабатывать деньги пораньше, уже понимать, осознавать, что такое жизнь. Вот, снять эти розовые очки и понимать, что нужно и семья, и дети, и прокормить нужно, и как-то дальше жить, и тем более, если творческая семья, это намного сложнее, потому что помимо этого еще искусство, это просто занимает очень много времени, и надо успевать все. Вот. Ну, традиций очень много, да? Конечно. Ну, если- Вот сын в семье, если он последний, он должен докормить родителей. И как бы там ни позволяла кубатура, все равно сын должен оставаться с родителями. И которая, значит, невестка, которая приходит в дом, она становится дочерью. А дочь, которая уходит с дому в другую семью, то она остается там. Там ее семья Там считается, ее потому семья. что больше половину жизни Да, она только- уже проведет там. Да, только приезжает в гости 3 дня, и все. И опять в свою семью. Воля, волюшка на ней, красных зорь манистый, сарафан цветных полей, серьги звезд лучистых, как не горестной порой, кочевая доля, краши клетки золотой, золотая воля. Где ходил
ходил цыган по свету. Ну и как он, этот белый свет, и без коня в нем счастья, счастья нету, а без воли, без простора жизни нет. Без коня в нем счастья нету, а без воли, без простора жизни нет. Счастья, счастья нету, а без воли, без простора жизни нет. И без коня в нем счастья нету, а без воли, без простора жизни нет. Вы лауреатами международных конкурсов. Какие страны уже были освещены вашими концертами, вашим визитом? Во Франции мы были, в Англии, Югославии, Германии, Дании, Финляндии. Много стран. Болгария, Югославия, Да, это Ливан, первые, Германия. Таиланд. Очень много Камбоджа, стран. много. Индия, много стран. Ромский народ, как очень музыкальная нация, сделал огромный просто вклад в мировую культуру. Это и испанская фламенко, и русский романс. Какие еще направления появились благодаря ромам? Ну, Болгарии, скажем, болгарский кючек. Это кючек именно танцуют только цыгане. Хотя он похож, да, там идет тряска, верхней части, нижней части, но все равно она очень отличается от болгарских танцев. То есть это сразу видно, болгарский танец или это кючек. Ну, фламенко. Ну, да, в каждой стране, где мы были, вы знаете, каждая нация, цыгане, они несут ту культуру там, где они кочевали. И это талант их прекрасный, потому что он разный, но что их объединяет, это вот этот стержень, который несет душу и темперамент цыганский. Эта зажигательность, она не то, что дана там откуда-то, это свыше, это передано предками и генами. И то, что вот мы смотрели, почему я танцевала танцы народов мира, ездили мы по всем странам мира с программой и видели вот то искусство, там, где мы работали, и смотрели на цыган, специально приходили, смотрели их культуру. И вот наша культура, где мы на Украине, в России, нас знают по всему миру. А вот та культура, где они вот находятся, в тех странах, только их там знают. Вот у нас распространено, допустим, фламенко, потому что это ближние страны, их больше как-то показывают, и они приезжают с гастролями, их больше как-то знают. А есть другие, как в Америке, как цыгане танцуют, в Дании, в Финляндии и в других странах, в Индии тоже. Их не показывают, их знают только там, где они вот находятся. Но это все равно прекрасно. И нас, как я повторяюсь, нас объединяет один стержень. Это наша душа и наш незаменимый темперамент. Да. Да. И, кстати, где бы мы ни были за границей, мы можем не знать языка той страны, где мы находимся, но мы прекрасно общаемся со всеми цыганами, потому что у нас один и тот же, ну, в принципе, диалект. Единый язык. Единый язык, ну, чуть-чуть где-то изменение, как, скажем, там Россия, Украина, Белоруссия. То есть все равно понимаешь прекрасно и можешь общаться свободно абсолютно. Хотя, скажем, язык танца и песни вот везде воспринимаемый. То есть в любой стране это видно, что это красиво, это профессионально, это сделано от души. Универсальный язык, на котором говорят Да, все да, народы да, мира.
расскажите о своих предстоящих проектах и целях. Проекты у нас такие. Каждый год, это у нас уже как традиция, мы каждое лето выезжаем на фестивали. Это Польша, Словения, Юрмала. И это нам приносит то, что всемирные фестивали, мы обмениваемся песнями, танцами, смотрим, на нас смотрят, мы смотрим на то искусство, новые песни, программы, все меняемся как бы с артистами. Также у нас существует у цыган праздник, профессиональный праздник, это Международный день цыган, 8 апреля. И вот мы, наш коллектив, планируем благотворительный концерт 8 апреля на поддержку АТО. Сделать в Украинском доме вот такой вот большой концерт. И также будут приглашены заслуженная артистка Украины Инеш, народный артист Иван Попович, народный артист Украины Марьян Гаденко. И все деньги, которые будут собраны, будут перечислены вот на поддержку воинов АТО. Это вот буквально в апреле месяце мы сейчас вот такой проект делаем. Чья идея была этого концерта? Идея была, ну, так как я являюсь головой культурно-просветительного общества «Ромское шатро», и мы вот решили, наш директор Юрий Серафимович Коржов, вот Роман, и мы втроем решили вот сделать вот такую акцию. И она будет называться «Украина – це наша родина». Сейчас планируем записывать новые песни, что будет открываться «Украина – це наша родина», специальная песня такая красивая «Украина, ты моя» и там так далее. Но не будем все секреты раскрывать. Также у нас будет свой гимн, наш родной гимн цыган на цыганском языке. И мы записали гимн нашей Украины на цыганском языке. Он, кстати, уже есть в интернете, вот, где на цыганском языке мы поем гимн Украины. Ай, чалашым, 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 кульге пышкен калачым, кульге пышкен калачым. Сен чалашка келгенде, келгенде, сен чалашка келгенде, келгенде, тай сояр мана сабай, тай сояр. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Мне просто доставило невероятное удовольствие вас слушать и с вами общаться. Спасибо большое за то, что вы делаете. Все взаимно. Спасибо за приглашение. Вам. А это была передача Джанлы Студио. Слушайте хорошую музыку. Оставайтесь на телеканале АТР.